Так, ну что, приступим. Откручиваем верхнюю. Оба. И нижнюю. И сливаем масло. Оба. Все, подождем сейчас, когда масло сольется. Будем заливать. Масло отходило в сезон, такой, скажем, полноценного рыбака-любителя. Может быть, не каждый выходной летом я выбирался на воду, но через выходной, когда-то каждый выходной. Мотор отходил полноценный сезон. Без проблем, слава богу. Единственное, только, ну я сниму поближе, покажу. В конце уже сезона, поднимаясь на перекате, я винт помял. Сниму сейчас его и покажу вам поближе, пока масло стекает. Шплинт я уже снял. Опа! Так, ну здесь вроде все нормально. Сетей там, лески никакой нету. Так, а винт вот такой, ребята. Значит, вот такие вот повреждения на нем произошли. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько это критично. Можно ли ездить на таком винте, вот с такими повреждениями. Естественно, я понимаю, что желательно заменить на новый. Может быть, я за зиму, конечно, накоплю. Там, я не знаю, 4000 стоит или 4,5. Надо посмотреть. Но хотелось бы узнать ваше мнение по поводу вот таких вот повреждений. Попробую, конечно, исправить, но я думаю, что это там алюминий, салюмин, я не знаю. Буду выпрямлять, и это все отколется. Вот такая вот штука. Все, убираем. Так, сейчас помою руки и принесу новое масло. Масло слилось. Значит, заливать будем вот такое вот матюль трансмиссионная. Когда мотор покупал, мне порекомендовали взять такой, то бишь тюбик. Вот он дождался своего часа. Сейчас будем заправлять. Вот отрезать нужно носик у него вот здесь. Хоп. Каким образом, значит, будем все это делать? Вставляем в нижнее отверстие. И будем значит давить, пока сверху не пойдет.
Странно, но этого тюбика почему-то не хватило, чтобы сверху полилось. Закручиваем верхнюю гайку. По идее, должно было палиться. Так, ушел весь тюбик, но этого объема не хватило, чтобы с верхнего отверстия полилось. Тоже об этом, пожалуйста, напишите в комментариях, почему так произошло. Непонятно. Ладно, значит, наверное, придется докупить и долить. Вот такая вот фигня.